Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Яна Бабаева. Модельный бизнес может стать захватывающей карьерой со многими преимуществами, включая возможность путешествовать, гибкий график и доступ к последним тенденциям моды. Что же таит в себе необычная и такая манящая профессия? О том, как организована работа модельного агентства, что важнее, красота или харизма, мы поговорим сегодня с нашей гостьей, руководителем модельного агентства Тая Моделс Марией Лавлинской. Добрый вечер, Мария. Здравствуйте. Ну вот очень часто девушки говорят: хочу стать моделью, а какой не уточняют. Ну вот расскажите нам, пожалуйста, какие модели бывают и какие сегодня наиболее востребованы. Ну, как чаще всего это получается, это подиумные модели или же фотомодели. То есть подиумные модели — это обязательно высокие девушки с параметрами 90-60-90. От них мир, к сожалению, еще не ушел. И фотомодели — это девушки, которые обладают какой-то невероятной харизмой, которые на любом снимки могут получаться, ну, просто идеально. То есть и там, где нужно быть счастливой, она будет максимально счастливой. Там, где нужно показать загадочность, она будет делать задумчивый взгляд и вот просто затягивать, так сказать, в этот кадр. Вот. Касаемо востребованности, не скажу, что кто-то востребован больше, кто-то меньше. И там работы хватает. Но подиумные модели тоже могут быть фотомоделями. Фотомодели, если у нее, допустим, не хватает роста, к сожалению, то чаще всего по подиумам будут отказы. Но опять же, все зависит от дизайнеров А вот и от рынка. Рост, вот он какой должен быть, от скольки? Тут все в зависимости от рынка, где собирается работать модель. То есть если это, допустим, рынок Якутии, тут от 160 вполне свободно можно работать. Если это рынок России, чаще всего от 168. А если мировой? Азия — это где-то 171-173 желательно. Если это Европа, то там минимум 175, вот вынь положь. Ну, давайте расскажем нашим телезрителям о том, как организована работа модельного агентства, какая основная задача стоит перед вами как руководителем агентства. Ну, прежде всего мы пытаемся раскрывать девочек, то есть чтобы они были уверены в себе, чтобы они могли развиваться в плане моделинга, чтобы они могли выезжать куда-то за пределы Республики России, представлять нашу республику максимально хорошо и на конкурсах, и на работах по контракту за границей и так далее. Вот. То есть развитие модели прежде всего. Ну и, конечно же, так сказать, показать нашу республику во всей красе. Вот. А вот как происходит отбор тех, кто будет посещать модельную школу? Или сейчас вот нет такого, что мы тебя возьмем, а тебя не возьмем? Да, вот совершенно верно вы сказали. На обучение мы берем всех желающих, то есть мы обучаем с нуля. Мы не смотрим на параметры касаемо фигуры, мы не смотрим на рост, потому что, ну, это все, особенно у деток, у нас занимаются детки с 5 лет, ну, то есть это бессмысленно, я не могу в 5 лет понять, насколько вырастет ребенок, и тут главное, как ребенок умеет себя показывать. Вот. Уже девочки постарше, от 14 лет тоже, опять же, от 160, от 155 даже кто-то. То есть она может быть невысокая, но просто максимально открытый человек, максимально затягивающий человек, что очень хорошо для заказчиков, то есть для магазинов, для салонов. И, кроме того, есть еще парт-модели. Это модели, у которых определенные части тела, ну, допустим, очень выразительные. Красивая длинная шея. Она шикарно подойдет на рекламу ювелирных салонов. Или, допустим, те же красивые ручки, красивые ножки. Вот вам обувные салоны просто с руками и ногами заберут. Вот. Порой на кастинг родители приводят детей, и видно, что это амбиция родителя, а не желание ребенка. Вот как вы поступаете в этой ситуации, когда понимаете, что это родители больше хотят, что ребенок будет заниматься в модельной школе, а ребенок, ну, вот как-то желанием не горит? Нужно его мотивировать или, наоборот, сказать родителям: нет, мы вот ребенка не берем, он не готов? Да, у нас были такие случаи. Обычно это с маленькими детьми, то есть которые еще не особо понимают, что это такое. То есть дети обычно с 10, с 9 лет, они уже нацелены. То есть они понимают, кто такая модель, чем она занимается. А вот детки помладше, бывает такое, но мы в таких случаях проводим пару занятий. Если ребенок его затягивает, ему нравится, соответственно, мы продолжаем обучение. А если же нет, то мы просто говорим родителям, что нужно немножко подождать. Мы в любом случае вас будем ждать. Как вырастете, как захотите, мы вам рады. Вот. И 98-99% детишки возвращаются. У нас есть те, кто приходили в 5 лет, еще такие маленькие, неосознанные. А сейчас это, допустим, там 8-летняя девочка, которая уже все, я буду самой крутой моделью в этом мире. И все, и мы очень рады, так что с этим особо нет проблем. Ну, а получается, ходят только девочки или мальчики тоже есть? У нас есть мальчики, но у нас очень редко набор по мальчикам, потому что немножко другая программа.
определенный преподаватель нужен, который пока, к сожалению, не в городе. Вот. И так мальчиков тоже набираем. И очень нуждаемся в мальчиках от 18 лет. Вот. Так что всегда рады. А вот насколько мальчики от 18 лет, ну, то есть, как бы уже, можно сказать, мужчины, готовы пойти в модельный бизнес? Касаемо желания, достаточно очень много желающих, просто тут немножко построже отбор, потому что у мальчиков чаще требования по росту, ну, прям очень строгие. То есть минимум 180. Ну, то есть каблуки он не сможет надеть? Да, он не сможет надеть каблуки, совершенно верно, и поэтому вот, пожалуйста, 180 – это самый минимум от 18. А вот какие идеальные пропорции у модели? Ну, вот существуют ли какие-то требования помимо роста? Например, вот вес. Хотя, с другой стороны, вес тоже не всегда является показателем. Можно весить 50 килограмм и как бы вот иметь, например, большие щеки красивые. Поняла. Вес как таковой, на него вообще внимания не обращают, всегда смотрят на параметры. То есть у тебя должны быть определенные параметры. Опять же, фотомодели, ей не обязательно быть супер-мега там вот 90, 60, 90. То есть она может быть немножко крупнее этого, может быть, наоборот, худее. Все в зависимости, как я уже говорила, от ее харизмы. То есть если она хорошо получается в кадре, умеет работать со своим телом в кадре, все очень хорошо получается, то она спокойно может работать в фотомодели, участвовать в видеосъемках и так далее, рекламных. Вот. Ну, вот так. Ну, а как, вот, допустим, заказчики, кого больше хотят видеть? Человека открытого, который готов работать, или который, допустим, бывает, люди же не всегда открыты, но очень классно получается, например, на снимках. Вот кого чаще выбирают? С кем комфортней? Или с тем, кто... комфортней. Да, вот с кем комфортней. И мы на курсах именно обучаем девчат не бояться открываться. Сразу говорим, что фотограф — это как врач. Ты же не боишься врача, будь он женщина, будь он мужчина, неважно же. То же самое с фотографом. То есть он тебя видит через камеру, и только он понимает, как ты получаешься. Если ты зажмешься, то все кадры будут достаточно скучные, ну и съемка, соответственно, пойдет в никуда. А вот есть врожденная фотогеничность у детей? Есть. Ну, мне кажется, это все равно как-то появляется с воспитанием, наверное, с обществом, с тем, что ребенок наблюдает. Вот. Но бывает такое, что прям девочка пришла, и вот все, она готова. Вот еще хотела спросить, мы говорили с вами про вес. Бывает, что девочки, которые хотят стать моделями, они сидят на жесткой диете. Вот как с этим бороться, как с этим быть? Вот насколько это сейчас, скажем так, не одобряется? Мы это максимально не одобряем, потому что, прежде всего, мы работаем с молодыми девчатами, то есть это или дети или подростки, или там девочки 20-30 лет. Ну, то есть это человек, который еще не очень хорошо разбирается в своем организме, и чаще всего они не обращаются к специалистам. То есть мне сказали не есть и не пить неделю, я вот буду так делать. Хотя это максимально плохо, особенно касаемо воды, потому что я даже на занятиях девчонкам говорю, что мы пьем, мы двигаемся, мы пьем. И у нас на курсах есть специально отделенная, так сказать, дисциплина. Она посвящена тому, что такое правильное питание, что такое хорошая диета, что такое плохая диета, почему нельзя себя мучить диетами, особенно когда ты растешь, что может случиться с желудком, ну вот такое. То есть мы максимально это не одобряем, потому что были случаи не у нас, но они были в городе, где девочки сказали, у тебя немножко живот торчит. То есть когда мы сидим, у нас у всех может торчать живот. Как бы мы все не шикарные, идеальны. Ей сказали, и ребенок с 12 лет начал просто дико-дико-дико худеть, и к 14 годам у нее развилась максимально не то, что даже дистрофия, она не понимала, что такое еда. Ну то есть она ела с максимальным отвращением. Пищевое расстройство. Да. То есть вот я не хочу, я буду толстой. И это уже на психологическом уровне. То есть это уже тяжело поменять. Не просто сказать, все, нет, ты будешь кушать. Она не поймет этого. Вот, поэтому мы стараемся такое максимально сразу пресекать. И вот наш преподаватель всегда девочкам объясняет, что есть питание правильное. Это не диета. И это не жесткие голодовки какие-то там на овощах и в воде, на бульончике. Это именно правильное питание. Потому что прежде всего модель должна быть не просто там, красивая, стройная, ухоженная. Она должна быть здоровой. То есть ты должна излучать жизнь. Если ты будешь белая, ну, понятно, что ты будешь рекламировать вещи, и будет выглядеть это, ну, не то, что даже неестественно, немножко больно будет на это смотреть. А такого не должно быть. Кадр должен быть красивым. А вот какие кадры сейчас востребованы? То есть вот чего хотят заказчики? Они хотят жизнерадостных людей или наоборот прям такие модели-модели? Всегда по-разному. Есть магазины, которые любят прям вот улыбка. Нам нужно очень счастливое лицо, счастливая модель. А есть, которые, наоборот, просят не улыбаться. То есть нейтральное лицо, ты немножко дышишь через рот, мышцы расслаблены, все.
Кто-то любит загадочность в кадрах. Ну, это вот чаще что-то типа ювелирки, вечерние платья, что-то такое. Вот, как-то так. Всегда по-разному. А какие дисциплины проходят будущие модели? И вот что, на что делается основной упор? Ведь красиво ходить по подиуму научиться, мне кажется, не так сложно. То есть там же есть какие-то вообще серьезные подводные камни, насколько Да. я понимаю. Ну, первостепенно это в любом случае дефиле. То есть дефиле для модели очень важно, потому что дефиле — это залог кастингов, это залог того, что тебя можно будет на подиум продвигать. Обязательно фотопозирование, то есть кто-то прям сразу хорошо его схватывает, кому-то еще тяжело. Для этого у нас есть там разговоры с психологом, мы пытаемся снять комплексы девочкам. Ну, комплексы не так просто снять, то есть нужно выяснить, в чем их причина. Ну, то есть школа, буллинги — это все в любом случае существует. Вот. Обязательно учим их разговаривать. Ну, то есть не бойся выговориться, не бойся сказать, в чем твоя проблема. Они у всех есть комплексы, это совершенно нормально. Вот. У нас вот есть, как я сказала уже, основа правильного питания, фитнес. Они там работают на именно осанку, на то, чтобы правильно у нас, так сказать, расположение ноги было. Очень большое внимание отдаем именно спинке и шее, потому что для модели это очень важно. Актерское мастерство, ну, это эмоции, это речь, потому что видеорекламы, где нужно говорить, тоже очень часто случаются. Уроки по макияжу, ну, тоже немаловажно, нужно уметь красиво краситься, потому что не всегда ты можешь успеть накраситься с визажистом, или вдруг там визажист заболела, съемка вот-вот, и чтобы весь процесс не срывался, соответственно, нужно, чтобы модель сама тоже умела как-то краситься. Так. Ну вот, а как часто в Якутске бывают кастинги? Кастинги, смотря куда. Чаще всего рекламные съемки, они происходят каким образом отбирают на рекламные съемки. Заказчик обращается в модельное агентство, мы направляем ему фотографии моделей, подходящих под его требования, да, то есть они обычно сразу указывают свои требования, такие, допустим, как там размер одежды необходимый, возможно, длина волос, рост, кому как когда важно. И, соответственно, мы направляем фотографии моделей девушек, которые подходят уже под требования. Вот и он уже выбирает из них. А касаемо показов, то там уже проводятся открытые большие кастинги. То есть девчата приходят в облегающей одежде, обязательно в туфлях, и дефилируют, показывают свою харизму, свое умение правильно ходить по подиуму, там уже выбирают. Ну вот мы говорим про харизму, про внутренний стержень, да, какой-то. А как развивать в моделях их внутреннюю красоту? Ну вот и самое главное, как мне кажется, уверенность в себе же должна быть. Совершенно верно, да. Вот как помочь ребенку вообще, допустим, если мы говорим о маленьких девочках, и тем более подростку раскрыться? Да, вот касаемо подростков, это вот такая прямо максимально большая проблема, потому что очень часто к нам приходят девчата, которые очень зажаты. То есть им кто-то когда-то что-то сказал, и они вот теперь всю жизнь считают, что вот я не такая, потому что он сказал. Прежде всего, ребенку нужно понять, что у каждого есть своя изюминка. То есть твой недостаток, который кто-то принял за недостаток, может быть твоей самой лучшей изюминкой. То есть есть мирового уровня модели, допустим, та же Жизель Бутхен. Она топ-топ модель. И у нее достаточно такой, крупненький носик. И она никогда его не стеснялась. И даже когда ей говорили, что, возможно, тебе нужна операция, она никогда на нее не соглашалась. И при этом никто никогда ей не отказывал, она на пике, так сказать. Потому что у нее есть своя изюминка. И это тоже очень хорошо. Очень часто бывают девчата с ушками. Я вообще считаю, что это очень мило, мне кажется, это очень красиво. Вот. Но в школе кто-то кому-то, опять же, сказал, и все. И вот я не такая, у меня слишком большие уши. Хотя у нас очень много примеров девчат, которых в школе кого-то дразнили, у тебя не такой там цвет кожи, у тебя то не то. И потом они уезжали работать по контракту, по одному, по второму, где все им говорят, у тебя такое красивое, там, не знаю, лицо. Говорят, у тебя слишком большое лицо. Такое красивое лицо, у тебя такие хорошие уши. То есть именно за какие-то вот эти недостатки, которые кто-то считал недостатком, их, наоборот, другие люди полюбили, позвали, и теперь считают, что они там самые лучшие. А вот есть ли конкуренция между девочками, которые ходят в модельную школу? И вообще конкуренция в вашем деле — это хорошо? И вот что такое здоровая конкуренция между моделями? Нет, конкуренция — это всегда хорошо. Это наше желание двигаться дальше, не останавливаться. Но самая сложная конкуренция, я считаю, это конкуренция с собой вчерашним. И я всегда девчатам про это говорю. То есть ты должна следить за собой всегда. Всегда нужно быть в тонусе. Всегда нужно быть готовой к съемке. И поэтому максимально готовлю их к тому, что тебе могут написать, что через час у тебя будет съемка. Все, там, модель заболела, ищут новую, ты идеально подходишь. Ты готова сейчас? Все. И она должна быть готова. Она должна быть готова. Причем суть готовности, она несложная.
То есть нам не нужен там супер яркий макияж, у тебя должны быть красные длинные ногти. Ни в коем случае. То есть я выступаю за натуральность. Если приглядеться, любой крупный бренд, на его рекламе всегда девушки с очень натуральным маникюром. Кто-то без покрытия, и это даже лучше, это даже красивее. С минимальным макияжем, с аккуратными волосами, аккуратно уложенными, чистыми. То есть там не обязательно, они должны быть обязательно белые, там с шикарными ровными локонами. Нет. То есть естественность, она прежде всего ценится, тем более на съемках, тем более если это каталожные съемки. То есть магазину нужно, чтобы внимание обратили на его товар, Да, не на модель. модель. Да, если у нее будут розовые, допустим, волосы там, с зелеными прядками, ну понятно, что внимание пойдет не туда. Вот. А вот есть ли конкуренция между модельными агентствами или вы стараетесь дружить? Ну, я не скажу, что мы прям не дружим, у нас сильная конкуренция, у нас хватает работы в городе, потому что у нас очень много магазинов, очень много дизайнеров. Якутск в этом плане очень хорошо развит, ну, вот именно в рекламной сфере, то есть у нас заказчики любят, когда демонстрация товара происходит на модели. Вот, поэтому я считаю, что всем работы хватает. Ну вот, а можно ли реально зарабатывать, если участвовать в показах, ну, либо в рекламных съемках? Да. И вообще, чем занимаются девушки, если не участвуют в показах? Может быть, снимаются тоже в клипах, кроме если реклама говорится. Да, к нам часто поступает предложение касаемо клипов, касаемо даже сериалов. Вот, то есть у нас многие девочки, ну, то есть они уже как готовые актрисы. Не идеальные, но все же, то есть и говорить они умеют, и на камеру играть они умеют. Ну и, конечно же, вот рекламные съемки сами по себе достаточно хорошо проходят, то есть в плане, ну, то есть 2-3, наверное, фотосъемки в день есть. То есть не обязательно у одной модели, но в любом случае есть рекламные съемки. Показы немножко реже, они как-то вот после пандемии еще не так восстановились, но все равно сейчас уже ускоряется процесс их возвращения, и они происходят, чему мы очень рады. Вот мы с вами говорили про какие-то особенности, например, вот про ушки, про нос. Но вот бывают люди, которые на первый взгляд не отличаются эталоном красоты, но при этом, когда начинаешь с ними общаться, они оказываются очень харизматичными, обаятельными. И вот, как мне кажется, талантливые фотографы должны на них очень сильно внимание обращать. А кто еще вот может, кроме фотографов, как сказать, именно на этот момент обратить внимание, на характер? То есть в подиумном бизнесе как бы это востребовано или нет? То есть там все-таки внешность решает? Ну, не скажу. Внешность, конечно же, большое имеет значение, но все же вот внутренняя харизма и такое, так сказать, внутреннее сияние. Если оно исходит из человека, его будет видно. Те, кто работает в этой сфере, мне кажется, ну, легко его увидят. Вот, то есть этот человек к себе притягивает, и, соответственно, он становится интересным для всех. Ну вот все же мы люди, иногда бывает плохое настроение, нет какого-то желания идти работать, либо сниматься, но вот все равно обязанностью есть у всех. Вот как настроиться на работу, как вот этот вот внутренний стержень, скажем так, пробудить, вот это сияние? Как вы заставляете себя идти на работу, когда не хочется? Ой, При этом сиять. Я считаю, что ответственность – это самое главное, что есть в человеке. Потому что это прежде всего ответственность перед собой, перед людьми, которые ждут тебя, надеются на тебя. И вот девчатам я всегда говорю, что очень большой процент вашей популярности, вашей востребованности в городе, там, в России, куда бы вы ни поехали, вашей ответственности. То есть, если ты едешь работать, допустим, за границу по контракту, если ты опоздала на кастинг, тебя никто не будет ждать. Таких, как ты, очень много, и ты должна это понимать. То есть, поэтому лучше прийти раньше, подождать, быть первой, ну, даже если не первой, но, по крайней мере, не опоздать. Опоздавших, как мы знаем, не все любят. Вот. То же самое и на съемках. Бронируется студия, стилисты, визажисты, и мы все будем сидеть ждать одного человека. Это, конечно же, никому не понравится. Поэтому вот эта пунктуальность, ответственность, она всегда ценится. А вот бывает ли звездная болезнь у моделей? То есть, ну вот бывает человек востребован, очень его берут на одну съемку, на вторую, на третью. Вот как вы работаете я с этим моментом? не сталкивалась, но мне про это рассказывали. Дай бог, я с этим не столкнусь. Ну, в любом случае, наверное, если бы я с этим столкнулась, я бы постаралась поговорить с человеком, потому что это же прежде всего отталкивает. Ну, то есть не все захотят работать с каким-то таким надменным, высокомерным человеком. Зачем лишний раз тратить свои нервы, когда есть много молодых, новых лиц, которых еще никто не раскрывал. Вот. Ну вот модельный бизнес — это возможности для молодой девушки, то есть причем большие, насколько я понимаю. Но время здесь, мне кажется, играет очень большую роль. Или это не так? Вот как в спорте больших достижений. То есть вот карьера модели, она подходит к концу. Или здесь это история про подиумных моделей опять. А вот, допустим, фотомодели, они могут, там, не знаю, до 60, до 70 быть востребованы. Вот как вообще здесь работа организована? Ну, подиумные, да. Они чем старше обычно, тем меньше востребованы. Но, опять же, смотря какие. То есть если ты выглядишь хорошо, то есть ты не обязательно должен быть в своих параметрах 90-60-90. Понятно, что чем старше мы становимся, чем такие параметры тяжелее держать.
но ты в любом случае ухоженный, опрятный, то мы сами видим, даже на мировых подиумах выходят дедулечки, бабулечки, даже бабулечки, которые думаешь, господи, дай бог всем так хорошо выглядеть в таком возрасте. Вот, так что я тут считаю, что ограничений по возрасту нет. И еще меня очень радует, что в нашем городе очень часто сейчас заказчики ищут именно таких взрослых моделей, 30+, 40+, 60+. То есть как бы максимально открыты к этому и очень даже рады. Ну, то есть если человек, допустим, 30+, захочет прийти в модельное агентство, вы его возьмете? Конечно. У нас И даже он есть будет специальные заниматься с курсы. малышами или нет? Нет, у нас даже есть специальные курсы 30+ для девушек. Вот, то есть стараемся, опять же, их раскрывать, учить их хорошо преподносить себя на сцене, на подиуме, перед камерой, уверенность в себе. Ну, то есть здесь даже больше история про уверенность и про какой-то внутренний мотив, нежели чем про умение ходить по подиуму и фотографироваться. Ну, потому что обычно взрослые девушки, они уже умеют хорошо ходить на каблуках. То есть понятно, что ребенок, который пришел ко мне в 14 лет, явно он до этого каблуков-то особо и не видел, и не должен был видеть, это правильно. А взрослые девушки, они уже умеют ходить, но не всегда уверенно это делают. То есть она как бы идет, но все равно как-то даже чувствуется груз ответственности на ней, да? Вот, и вот мы стараемся это все убрать и сделать из нее максимально идеальную. Вот мы с вами говорили про кастинги. Вот как себя проявить на кастинге? Есть ли какие-то лайфхаки? Ну и как вот зацепить внимание человека, который проводит кастинг? Лайфхаки, ну, опрятный вид обязательно. Обязательно, как я говорила, пунктуальность. На кастингах редко просят рассказать о себе, ну, если это не кастинг на какой-то конкурс, допустим. Очень хорошее дефиле, очень любят дефиле с какой-то определенной фишечкой. То есть у каждого есть своя какая-то вот походка. Она особо незаметна, но я просто так как часто вижу, у меня у каждой модели своя походка. Я знаю, вот это вот здесь хорошо пройдет, это здесь. Дизайнеры тоже обычно ищут по тому, как она может пройтись, ну, то есть не только по внешности. Вот, поэтому умение хорошо дефилировать, максимальная уверенность, пунктуальность и опрятность. И будет успех, да? Да. То есть туда даже краситься не нужно. Ты приходишь, мега естественная, прям вообще. То есть особо стараться не надо. Ну вот, а как не расстраиваться, если постоянно получаешь отказы? Ну, то есть бывает же, девушки ходят на кастинги, их не берут и не берут. Вот как нос не повесить и не расстроиться, как, опять же, держать эту искру в себе? Мы всегда на эту тему сначала разговариваем. Это как радуга. Если я хочу нарисовать радугу, я не использую черный цвет. Но от этого черный не стал каким-то там некрасивым, кривым, все, вот больше мы с ним не работаем. Он просто не подходит под радугу. То же самое с проектами. То есть к какому-то дизайнеру ты подошел, к какому-то дизайнеру ты не подошел. Он видит коллекцию немножко на других моделях. Поэтому я говорю, что не стоит расстраиваться. У нас очень часто бывают случаи, когда девчата начинают работать, и потом вот прям какой-то стоп. Здесь не взяли, тут не взяли. И, ну, как черная и белая полоса в жизни. И потом ее берет другой заказчик, она работает на него в съемках, у нее немножко другой образ, допустим, на этой съемке, и все. И потом заказ, все, ты работаешь, все постоянно. Чаще всего так бывает. Еще бывает, немножко не нашел свой стиль. Я вот касаемо, допустим, там, возможно, цветные волосы, какие-то нарощенные ресницы. Я, конечно, понимаю, что многие это любят, но я максимально против неестественных вот этих вещей, особенно в сфере моделинга. То есть, если ты живешь для себя, не занимаешься там, не фотографируешься в рекламных съемках, ты можешь делать все, что хочешь. А вот если ты хочешь быть востребованной моделью, то, пожалуйста, будь натуральной. Вот. Поэтому кто-то еще пока это не понимает, и, возможно, поэтому идут какие-то отказы. Ну вот в последнее время очень много говорят о том, что есть модели плюс сайз, насколько они востребованы, есть ли у нас такие модели в Якутске, и вот где они снимаются, что делают? Да, такие модели есть. У нас в Якутске это в основном крупные магазины, бренды, ну то есть чей потребитель, как минимум, уже взрослый, сформировавшийся человек, и поэтому взрослые люди, соответственно, тоже не всегда мега худые, как, допустим, те же подростки, да? И поэтому очень часто модели плюс сайз требуются, они в городе есть, мы тоже с радостью их ждем, потому что они боятся, видимо, приходить. Вот, но мы очень-очень ждем, потому что я тоже считаю, что это очень красиво. Женское тело — это вообще очень красиво, какой бы фигуре оно ни было. Вот. А вот с какого размера начинается этот плюс? Ну, если по рынку Якутска смотреть, то где-то, наверное, 48, наверное, даже, нет, 48-50, где-то так. А вот. По мировому? Наверное, от 50 больше.
Но вот здесь же какая-то есть такая очень тонкая грань, где вот есть плюс-сайз и где есть проблемы реальные со здоровьем. Вот как эту грань не перешагнуть и вот как соблюдать баланс человеку, который, допустим, занимается моделингом плюс-сайз? Ну, во-первых, постоянная форма, то есть ты не можешь там сильно растолстеть. И они все равно должны быть красивыми пропорциями. То есть не просто, допустим, кружочек, да? То есть в любом случае должны быть какие-то... Вот, есть же женская фигура, то есть пышная грудь, пышные бедра, талия, которая хорошо просматривается. Вот это очень будет хорошо, потому что на тебе любая вещь будет хорошо смотреться. Вот. Так, а как вы пришли к тому, что решили открыть свое модельное агентство? Вот как до этого дошли и что до этого делали? То есть вы были моделью, насколько я понимаю. Все верно, да. Тая Models, она с 2006 года существует, а я тогда еще была школьницей. Вот, поэтому, наверное, помнят все Петр Яковлев. Он сейчас проживает в другой стране. Я очень долго с ним работала, я преподавала, работала моделью. Прямо максимально близкий мне человек. И однажды он просто мне сказал, что он уезжает, и нужно кому-то передать агентство. И что я разбираюсь в агентстве очень хорошо, в связи с тем, что очень долго работала. И он хотел бы видеть меня в роли директора. И я правда думала, потому что это очень сильно... необычно, большая ответственность, даже громадная, я бы сказала, с учетом того, что там уже были модели, которые уже работали, которые уже ездили куда-то там за границу, на конкурсах работали. Вот. Но, наверное, через сутки я поняла, что это мое. Потому что я поняла, что я не смогу без этого жить. Вот. И... то есть это уже не хобби, а это уже прям основная часть жизни. Да, совершенно верно. Вот. А как часто наших якутских моделей приглашают на какие-то мировые съемки? То есть и как сказались санкции? То есть, понятное дело, была пандемия. То есть вот что произошло в этот момент? То есть сократилось, либо появилось, наоборот, больше возможностей для онлайн каких-то съемок. Вот вообще, что произошло во время пандемии и что сейчас вот у нас с этим вопросом? Во время пандемии единственное, что с рекламными съемками было тяжело. Касаемо контрактов, у нас девочка в 14, ей уже исполнилось на тот момент 14 лет, она полетела работать в Корею, прямо в разгар пандемии. Это было очень тяжело, потому что мама хотела лететь с ней, потому что ребенок все равно еще первый контракт, он 14 лет, но Корея строго-настрого запретила, только модель. Только так, либо никак, да, маме никаких справок, никаких виз точно не дадут. И ребенок прекрасно отработал. Они там сидели в отеле, их аккуратно возили, они особо ни с кем лишний раз не соприкасались. То есть, там, тем более, это очень строго все. Вот, так что особо не могу сказать, что как-то модельный бизнес пострадал в это время. Но, как я поняла, очень сильно выросла конкуренция. Возможно, потому что все модели застоялись, кто-то, может, пришел в форму, но вот почему-то конкуренция выросла. Возможно, меньше заказов. Меньше заказов, соответственно, больше моделей на один заказ. Расскажите об успехах вашего агентства. Насколько мне известно, буквально несколько недель назад девочки очень успешно выступили в Китае. Вообще, что это было и как готовились? Это была Харбин Fashion Week 2024 года. Нам поступило предложение со стороны Благовещенска. Они официальные, так сказать, партнеры китайской стороны. Вот, мы с Аялом Корякиным, он был кастинг-директором, организовали кастинг, отсняли все материалы по моделям, отправили туда, Китай утвердил. Утвердил, правда, немного, поэтому вот тут прям конкуренция была. Но они, опять же, очень строго отбирали. То есть вот 175, значит, меньше 175 точно нет. Хотя были девочки, которые, по отобранному типажу очень хорошо подходили. Но рост не подходил, да? Но буквально 1 сантиметр, вот нет. Решал. Да, и также по фигуре смотрели. То есть нам прям говорили, вот ты прошла кастинг, тебя могут утвердить, пожалуйста, держись. То есть вот 90-60-90 проверяют. 90-60-90, я не скажу, что это сильно худые девочки. Вот, то есть все в зависимости, опять же, от твоей комплекции тела, но это не сильная худоба. Вот, и четко проверяли, мы даже снимали видео, как мы замеряли параметры, отправляли, утвердили, и, соответственно, дальше уже разбирались с тем, как они поедут и так далее, потому что китайская сторона все оплачивает, но нужно добраться же еще до Благовещенска, чтобы переехать. И девчата, 3 их было, и, получается, 1 девочка несовершеннолетняя. Ей 17, но все же это ребенок. Вот, поэтому тоже эти все моменты узнавали, как это будет сделать легче, как это будет сделать максимально безопасно. Вот все прошло хорошо. Они выступили на очень большом количестве показов. Они только недавно приехали, поэтому мы прям еще точно все не встретились, не разобрали. Очень много показов, дизайнеры со всего мира. То есть там и Таиланд, и Франция, и Эмираты.
Моделей было всего с России 36. Вот, и то есть наши 3 девочки достойно представили республику. Китайская сторона довольна, мы довольны, все счастливы. А вот что дает участие в таких показах? Ну, это заработок обязательно, это обязательно пополнение портфолио, буков. То есть для модели выходы на подобных мероприятиях – это очень хороший плюс в опыт. То есть если тебя, допустим, позовут работать на контракт куда-нибудь за границу, то они посмотрят твое портфолио, увидят, где ты участвовала, то есть ты уже точно с хорошим опытом, ты уже точно где-то выступала, все, значит, ты хорошо работаешь, мы тебя будем ждать. Вот, поэтому очень хорошо. А бывают такие вот прям взлеты, например, вот девочка только пришла в модельное агентство, раз ее фотографию увидели, и хоп, и она, не знаю, на мировом подиуме. У нас девочка, она сейчас уже работает, сейчас ей уже 22 года, она пришла к нам в 14. Я ее учила, когда ей было 14 лет, да. Она сейчас работает в очень-очень большом агентстве в России, и у нее было, наверное, контрактов 12 за все это время. Это очень такое большое количество. И ей было 14, она прошла курс, еще тогда Петр Дмитриевич был, вот Яковлев. Отсняли ее на фотосессии, отправили фотографии, ее сразу захотело московское агентство. И они начали дальше уже за границу с ней работать и так далее. И очень хорошо пошло все. То есть вот прям с корабля на бал. Сложилось, да? Да. А как вы вот отдаете своих сокровенных девочек какому-то другому агентству? Не жалко? Мы сотрудничаем с вы агентствами в любом сотрудничаете. случае. Мы всегда на связи, мы максимально с ними сотрудничаем, обязательно все обговариваем. Тем более мы с прошлого года сотрудничаем с агентством, оно есть в России, есть в Казахстане. Они по большей части работают именно с детским рынком. То есть детишек на контракт отправляют в Китай, допустим, куда-то там в Тайвань, в Корею, в Японию. И вот тут прям нужна максимальная безопасность. То есть это, в любом случае они едут с родителями, это безусловно. Но родитель тоже не может знать, может не знать английского, там, не особо территориально развит, то есть там, не очень хорошо может потеряться. Поэтому мы всегда на связи, с ними всегда менеджера, я всегда там круглосуточно. Поэтому в этом плане как бы мы свободно работаем, но придерживаемся мер безопасности, потому что это дети, люди. Ну, а насколько успех девочек зависит от желания вкладываться в это дело, вообще в модельное дело их родителей? Ну, то есть вот вы говорите, что ездить нужно, путешествовать, там, возможно, с кем-то договариваться, знать английский тот же. Вот насколько они готовы, наши родители якутские? У меня не было случаев, родителей, которые были категорично против, которые прям боялись. Понятно, боятся все сначала. Мы обязательно с ними разговариваем, я объясняю девочкам, объясняю родителям. Связываюсь с менеджером того агентства, которое рассказывает, показывает, чтобы они видели, что это не какой-то там виртуальный человек, это вот живой человек, мы по видеосвязи общаемся. Вот. И после обычно такого родители уже дают свое добро. Кто-то, вот, допустим, одна мама может ездить с девочкой, а остальные родители, соответственно, тоже всегда на связи, мы всегда на связи. Вот, допустим, как с Китаем, я там маме звоню, все хорошо у них, они там то-то, то-то делают. Она мне тоже там, вот Алина мне написала, потому что связь была всегда, но репетиции, показы, то есть они там не сидят в телефоне. Да. Есть. Поэтому в любом случае мы всегда на связи, все всегда спокойно. Ну, давайте дадим совет тем девочкам, которые собираются идти в модельный бизнес. Вот что нужно учесть и вообще какой-то лайфхак, не знаю, там интересный. Откройте секрет нам. Так, ну прежде всего нужно не бояться. Нужно понять, в чем ты индивидуален. А каждый человек, он индивидуален, просто у каждого своя, как я уже говорила, изюминка. Перестать бояться публики. Ну, этому мы научим, это не проблема. Готовить каблуки. Вот. Ну и, наверное, как-то я не знаю, как подготовиться морально. К новым открытиям и свершениям? Да, то есть не бояться заявить о себе. Да, нового, не бояться показать миру, кто ты такая, что ты можешь сделать в первую очередь. Вот. Как-то так. Ну вот Всех сказали. ждем. Хорошо. А вот вы сказали, что это даже вот сейчас модельное агентство, это даже не работа, а вот какой-то стиль жизни. Ну давайте представим, что если бы не модельное агентство и не моделинг в целом, чем бы вы сейчас занимались? Это слишком давно, как такое представить. Ну, наверное, сфера красоты. Я люблю перевоплощать людей, то есть я люблю открывать в людях их красоту. Я вот прям... У меня глаза горят, когда девочки там радуются своим каким-то новым возможностям, своим новым умениям. Когда они там приходят с первой рекламной съемки, заработали первые денежки, такие: Мария Геннадьевна, у нас там был первый гонорар. А я за себя радуюсь. То есть для меня это всегда как-то очень приятно. Либо сфера красоты, либо же работа с детьми. Наверное, как-то вот прям дети, я тянусь к ним, они ко мне, поэтому так.
А бывает так, что вот вы идете где-нибудь по улице и видите, ой, вот это типаж, вот это Да. человек. И вы подходите и говорите, так, я хочу тебя забрать. У нас есть такая девочка, мы ее заметили с агентом из, по-моему, Хабаровска. Ну, это было давненько. Она к ней подошла, все, я взяла ее контакт, мы написали ей, но девочка не сразу согласилась. Она профессионально танцует. Вот, очень хорошенькая девочка, прям очень, как куколка. И где-то года 2 прошло, и тут пишет мне, а я по аватарке сразу ее узнала, то есть я поняла, кто это. Она спросила про обучение, я говорю, мы ждем тебя. Ничего не важно, приходи. Ничего не мы говори, тебя приходи, ждем, да. Мы тебя очень долго ждем. И все, и у девочки уже контракт. Вот, прям очень хорошо, то есть она отучилась, и буквально сколько, 2 месяца прошло. И все. Ну вот нужно как-то готовиться перед тем, как отправиться на кастинг, ну, к вам, например. Или только чисто это психология и моральная подготовка, что я вот приду, не буду стесняться. Я Да, покажу моральная себя. подготовка в любом случае. И в любом случае опрятный вид. Это для всего, не только для кастинга. Всегда в жизни главное быть опрятным. Не обязательно быть там 33 слоя косметики, там какая-то одежда очень-очень нарядная. Главное, чтобы все было, чтобы тебе было комфортно. Аккуратно, комфортно, уверенно. Все. Тогда и успех не заставит себя ждать. Совершенно верно. Мария, благодарю вас, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Желаю вам успехов в вашей работе и обязательно самореализации, очень хорошей, качественной. А вашим ученицам желаю интересных предложений. На этом выпуск нашей программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Яна Бабаева. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.